20 ноября выпускники всех общеобразовательных учреждений Коми напишут пробное сочинение. С этого года оно станет основным допуском к сдаче ЕГЭ. Испытание пройдет для всех 11-классников страны 3 декабря. Впрочем, меры безопасности будут самыми настоящими. Никаких гаджетов и шпаргалок. Единственное отличие – работу ребята будут выполнять за родными партами. Причем грамотность вовсе не главный критерий оценки. Какие новшества ждут выпускников, расскажет Егор Ильченко. Тему для сочинения выпускники узнают за 20 минут до начала испытания. Впрочем, варианты известны уже сейчас. Это 5 тем, связанные со значимыми датами в жизни страны. К примеру, юбилей Лермонтова или 70-летие Победы. Сочинения будут оценивать по 5 критериям. Главные – соответствие темы и привлечение литературного материала. При этом использование первоисточников на самом испытании под запретом. Так что цитаты, видимо, придется учить наизусть. Для допуска к ЕГЭ достаточно получить за сочинение зачтено. Зато при поступлении вуз может начислить за него от 1 до 10 баллов. Так что выпускники прошлых лет тоже могут поучаствовать. Для этого нужно зарегистрироваться до 19 ноября. Есть еще одно нововведение, которое коснется многих. С этого года для того, чтобы поступить в вуз на заочное отделение, любой вуз на любую специальность, надо сдать сертификат единого государственного экзамена. Независимо от того, что вы 10 лет назад закончили школу, 20 лет назад, 5 лет назад, вы должны сдать сертификат единого государственного, результат единого государственного экзамена. По другим предметам новшеств тоже хватает. Из контрольно-измерительных материалов по русскому языку исчезнет часть А. В экзамене по математике будет профильный и базовый уровни. Первый экзамен на выбор по географии пройдет уже в феврале. На испытание по иностранному языку появится разговорная часть. Впрочем, это пока все же дело добровольное. Ученику было проще беседовать, да, то есть учитель, организатор-собеседник мог наводящие вопросы, мог как-то уточнения какие-то делать. То сейчас у нас будет монолог. Ученик один напротив компьютера говорит диалог по заданной теме, да, и это записывается. В отдаленных муниципалитетах, то есть там, куда невозможно доставить контрольные материалы за 4 часа, тоже ввели новые правила. Там вскрывать и печатать задания будут не заранее, как раньше, а прямо при выпускниках. Кроме того, онлайн-трансляция ЕГЭ, видимо, скоро станет обязательной. Судя по анализу последней ЕГЭ-кампании, это действительно избавляет от попыток списывания. Егор Ильченко, Иван Богомолов, телеканал Юрган.